парламенте состоялось 25-е заседание Народного собрания Ингушетии 7-го созыва. Народные избранники рассмотрели более 30 проектов закона. Открывая заседание, парламентарии заслушали доклад министра экономики Ясе Тунгоевой о результатах деятельности ведомства за прошлый год. Так, за отчетный период проводилась работа, направленная на улучшение делового климата, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие внешнеэкономической деятельности. Совместно с Минэкономразвития России реализован проект, это модель экономического развития республики, которая была защищена главой республики. Но в этой модели определены стратегические инициативы, следующие приоритетные направления для республики, отраслях и направлениях. Это агропромышленный комплекс и сельхозпереработка, промышленность, легализация занятости, жилищно-коммунальное хозяйство, туризм. Там в этой модели экономического развития предусмотрено 5 прорывных проектов. Это на общую сумму 13,5 миллиардов рублей. Это значит тепличный комплекс у нас, там развитие всесезонного туристического рекреационного комплекса Рамхи, создание индустриально-промышленного парка Джейрах. Также парламентарии в разных чтениях рассмотрели около 30 нормативных правовых актов. Среди них законопроекты по разным сферам. Исполняющий обязанности министра финансов Тамерлан Вышегуров проинформировал об изменениях, направленных на корректировку характеристик бюджета на 23 и на плановый период 24 и 25 годов. Внесение изменений в основные характеристики республиканского бюджета сложится следующим образом. Это у нас объем доходов бюджета сложится в размере 34 миллиардов 275 миллионов рублей. Общий объем расходов бюджета в сумме 35 миллиардов 492 миллиона рублей. Дефицит бюджета сложится в размере 1 миллиард 216 миллионов. Доходная часть у нас бюджета не корректируется, у нас корректируется только расходная часть в плане переноса остатков 2022 года. Остатков целевых средств, направленных с федерального бюджета. Это у нас 481 миллион инфраструктурный кредит